Мой основной научный интерес – это детское ожирение. У нас нет волшебной таблеточки. Любая терапия ожирения – это тяжелая работа. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Ларионова Мария, я ученый. Семейный такой момент у меня, потому что мама, папа врачи, поэтому там, как муж говорит, у тебя другого выбора не было. Хотя, честно, они пытались меня отговаривать, не очень получилось. Мой основной научный интерес – это детское ожирение. Вот прямо та тема, которую я люблю, о которой я могу говорить бесконечно. Диссертация моя была посвящена, во-первых, распространенности детского ожирения в Удмуртской республике. Мы смотрели динамику детского ожирения, то есть брали группу пациентов с ожирением с избыточной массой тела и смотрели тех же самых пациентов в среднем через 8 лет. Ну и выяснили, что, в общем-то, практически 90% из них, они остаются все-таки с той или иной степенью избыточной массы тела, к сожалению. Появилось благосостояние у людей, много еды, много комфорта, а голова пока еще не изменилась настолько, чтобы в этом жить. С ожирением какая проблема с лечением? У нас нет волшебной таблеточки, чтобы мы ее пациенту назначили, он сразу стал стройненький и ни на что бы больше не обращал внимания. К сожалению, любое лечение, любая терапия ожирения – это тяжелая работа всегда, это работа с образом жизни. У детей, на самом деле, мы даже не говорим обычно про похудение, не про сбрасывание массы тела. У нас программа минимум – удержать вес на том уровне, на котором он есть сейчас. Потому что чаще всего этого бывает достаточно. Ребенок же растет. Раньше всегда считалось, что в городах вроде как ожирение больше получается, а у нас получается, что в сельских районах у нас в Удмуртии ожирение больше. Хочу поработать в плане динамики избыточной массы тела. И мне бы, конечно, хотелось поработать по микробиоте. Сейчас тема вот эта вот такая, достаточно хорошо актуальная, многие ей занимаются. Хотелось бы поработать в плане микробиоты у детей при ожирении, как у этих детей в динамике с избыточной массой тела происходит, как у них меняется микрофлора вот в таком вот формате, и, возможно, с генетикой ожирения.